дорогие женщины, во-первых, я хочу поблагодарить всех присутствующих, и гостей наших, и здешних наших участниц, да, за то, что так мобильно собрались в короткие сроки. Это было совершенно такое спонтанное мероприятие, да. И мы позвали самых таких вот интересных женщин Анталии, активных, творческих. Вот. И надеемся, что сегодняшнее наше собрание пройдет очень так в хорошем, гармоничном русле, да? И мы узнаем много информации о фонде «Женщина года», который к нам приехал из Москвы, вот, и представится и расскажет свои миссии и планы. Вот. И сначала, наверное, представим Кенанбея. Да? Кенанбей у нас активный лидер, получается, постоянно поддерживает и помогает нашей кыргызской диаспоре, вот, организовывает все мероприятия. И на сегодняшний день он тоже принял участие с большим желанием собрать нас всех в международный такой интернациональный kruh. Да? Вот. Teşekkürler. Öncelikle bütün dostlarımız, hepiniz hoş geldiniz. Добро пожаловать всем в первую очередь. Bu toplantımız bundan önce Antalya'da özellikle Kırgız toplumunu bir araya getirmede Türkiye ile Kırgızistan arasında gönül köprüsü kuran Asol Moldova ile görüşmemiz neticesinde böyle bir organizasyonun Nazire Hanım'la beraber ve AHDEP, buradaki Antalya'daki en büyük sivil toplum platformuyla birlikte bir araya geldik. Во-первых, я хотела бы поблагодарить всех лиц, которые участвовали в этом мероприятии. Да, это, конечно, наша уважаемая Асоль Молдагматова, объединяющая все народы и все страны. Да. Вот, это представители с фонда «Женщина года», это и Денис Бейс, платформа АГД многонациональной, вот, и это представители наших диаспор, да, с российского сообщества, вот, с Азербайджана, с Татарстана. Вот, нам очень приятно всех вас видеть сегодня. Добро пожаловать. Telefon görüşmeleriyle yapılan bu talepler noktasında eğer toplantının amacıyla ilgili yanlış anlaşılıp ve farklı bir durumdaysak ya da karşılamada kusurlarımız varsa özür dileriz. Sizin iyi niyetlerinize sığınıyoruz. Ну, мы очень старались, конечно, были краткие сроки сжатые, все по телефону обговаривалось, поэтому если у нас есть какие-то небольшие какие-то изъяны и недочеты, да, просим заранее прощения. Ama gördük ki işin gerçek sahipleri, proje sahipleri olarak burada olduğunuz için memnunuz ve biraz sonra da sizlerden bu projeyle ilgili detaylı, öncelikle vakfınızla ilgili ve daha sonra da bu projeyle ilgili beklentilerinizle ilgili dinleyeceğiz. Biz de elimizden gelen her türlü konularda sizlere destek, yardımcı, maddi ve manevi desteklere yardımcı olacağız. Мы очень рады вас встретить, вот, уважаемые гости. Нам интересен предмет нашего сегодняшнего общения, с нетерпением мы ждали этого. И плюс, как сказать, очень важно, что мы здесь вот собрались, и мы будем вас поддерживать во всем здесь, в Анталии. Спасибо. Şimdi böyle toplantı akışkanlığı içerisinde hem toplantının ciddiyetini sağlamak hem de konulara odaklaştırmak adına ve kaynaşmak adına söz vermek istiyoruz. Bu konuda çünkü sizin projeniz mutlaka öncelikle Antalya'da yaşayanların ama bütün anlamda özellikle Antalya'da 100'e yakın geniş toplumlarda olduğu için burada kaynaşmak hem başta Kırgızistan ama çıkış amacı Rusça konuşan toplum insanlarına hedef alındığı için burada da güzel bir kaynaşmaya vesile olacaksınız.
Bu konudan dolayı da şimdiden teşekkür ediyoruz buradaki insanlar olarak. Нам очень приятно и хочется поблагодарить, конечно, что вы уделили внимание проживающим здесь женщинам с Кыргызстана, с других вот стран, да, и с России, вот, что вы хотите познакомиться, поддержать и в чем-то задействовать тоже в своей активности. Вот, это очень, конечно, бесценно. Biz ev sahipleri olarak iki dernek ve platform temsilcimiz var. Müsaade edersen onlara da hızlı söz vereyim, daha sonra toplantı akışkanlığına geçeriz. Теперь давайте мы предоставим слово председателю платформы АГДЕР. Это более 80 ассоциаций под его эгидой проходят. Денис Бейс. Öncelikle ben böyle nezide toplumda, güzide toplumda konuşacağım için teşekkür ediyorum. Bizi aranıza kabul ettiğiniz için. Благодарю за такую возможность принять участие в таком мероприятии. Biz Anadolu Hemşire Dernekler Platformu bundan yaklaşık 9-10 yıl önce kuruldu. Наша платформа была создана более где-то 8-9 лет назад, именно на турецких землях. Öncelikle hemşireliği dernekleri hedef alınmıştı. Isparta Derneği, Burdur Derneği, Konya Derneği, Ankara Derneği gibi. Сначала это было запланировано, что будет сообщество соотечественников разных вот, частей регионов Турции по себе, да, Японии, там, Измира и так далее. Ancak global dünyada Burdur'un bizim ne kadar komşumuzsa Kırgız'ın da, Kazak'ın da, Azerbaycan'ın da komşumuz olduğunu görmüş olduk. Ve onları da bizim platforma dahil ettik. Но по ходу работы, да, мы увидели, что мы не одни здесь живем, и есть у нас соседи кыргызы, казахи, русские и другие национальности. Yani Anadolu Hemşire Dernekleri platformu Ahter ve Çınar Ağacı gibi düşünecek olursak bir kolu Azerbaycan, bir kolu Kırgızistan, bir kolu bir dalı Kazak diye bakmak gerekiyor. Önemli olan o birliktelik ve bütünlükle biz o gücü sağladığımızı düşünüyorum. Если рассматривать нашу платформу АГДЕР как большое дерево, да, раскидистое со своими ветвями, то один ствол у нас уходит в Кыргызстан, другой в Казахстан и Азербайджан, вот, в Россию. И получается вот такое вот большое дерево, дающее большую такую вот платформу. 30 Ağustos'ta bizim Zafer Bayramımızda, 31 Ağustos'ta Kırgızların bir bayram olduğunu gördük ve orada biz de coştuk hep birlikte. Bunu yaşamış olduk. 30 августа у нас День Победы, а 31 августа, оказывается, День независимости Кыргызстана. И мы этому тоже очень рады, и мы уже знаем эту дату и всегда рады праздновать вместе. Az önce otelde de dile getirdiğim gibi bizim mutlu günler nasılsa birlikte olabiliyorsak, acılı günlerimizde, sıkıntılı günlerimizde de birlikte olmamız gerektiğini vurguladılar. Burada en büyük paylardan bir tanesi Sayın Valimle, Sayın Başkanımdır. Bu konuda çok büyük emek verdiler. Dediler ki gerçekten Antalya'da bazı vatandaşlarımız çok sıkıntılı, dışarı çıkamıyor ama yiyecekleri bitmiş durumda. Ve devlet de bunlara yiyecek vermiyor. Evet. Получается, смотрите, у нас devam edin ben. Получается, вот Кюршат Бей, Кенан Бей, да, так как они находятся непосредственно в отношениях с приезжими, да, они видят эти все проблемы и, естественно, делают нам заявку. И как я и говорил, что наш слоган нашей платформы — быть вместе не только в хорошие дни, но и в плохие дни. И когда мы получаем такое сообщение, что кому-то плохо и нужна помощь, допустим, мы, естественно, помогаем. Ve o dönem 400-500 koli yardımı yapıldı. Ben burada izninizle Kürşat Başkanımla Sayın Valim'i alkışlamak istiyorum. Более 500 продуктовых пакетов, коробок были розданы именно Кюршат-Беем и Кенан-Беем, тоже помогали. Tabii ki burada biz dediğimiz gibi üzüntülü günümüzde de, sevinçli günümüzde de birlikte olacaktık. Şimdiki olduğu gibi yine bu arada bizleri aranıza kabul ettiğiniz için ben bir kez daha teşekkür ediyorum. Я еще раз хочу поблагодарить вас за то, что вы меня вот приняли в такую теплую атмосферу
сюда, и я очень рад быть вместе со всеми. Anadolu'da Kibele bizim kadın ilk tanrıçı olarak hep gelir. Kibele'den geliyoruz denir Anadolu'da. Siz de böyle bir etkinlikte kadınlar için yapmış olduğunuz bir etkinlikte özellikle hele vakfın ismi de çok güzel, çok hoşuma gitti. Böyle bir vakitte ilkinde olmasında ben kendim gurur duydum. Umarım bundan sonra bu yüzlercesi, binlercesi devam eder hareketler. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Хотя, говорит, сегодняшнее мероприятие нацелено на женское население, да, на женскую половину, но мне было особо радостно за то, что я могу поучаствовать здесь. Во-вторых, это было просто интересное название фонда «Женщина года». Это тоже привлекло мое внимание, говорит, и, значит, я с вами здесь и желаю успехов. Teşekkür ederim. Irak Türkleri olarak, 4 milyon Irak Türkleri adına bizi buraya çağırdığınız için size teşekkür ediyorum özellikle. Biz burada herkes, aslında burası uluslararası bir platform. Biz şuna inanıyoruz, biz birlikte hareket edersek başarılı oluruz. Ve biz şu şiarımızdır, Ayder içinde diğer kardeş ülkelerle ortak yönlerimizi birleştirmek için, bir araya gelmek için biz birlikte güçlüyüz. Çünkü birbirimizi desteklersek burada bir ağırlığımız olur. Sonuçta biz kendimizde burada yabancı hissetmiyoruz. Tamam, yabancı ülkeler deniyor ama buradaki o aile ortamı veya daha doğrusu birlikte hareket etmenin inanılmaz bir şey yarattı burada Antalya'nın içinde ve örnek oldu. Biz Türkiye'de bir örneğiz aslında. Şimdi Ayder alırsanız 70'in üstünde dernek var. Bunun içinde en az 7-8 ülke var. Bu çok önemli. Yani hem ülkeler bir de Anadolu adı da üstünde. Anadolu Hemşehri Dernekleri platformu. Yani sadece Anadolu yani hep birlikte mücadele veriyor, birlikte hareket ediyor, birbirine destek oluyor. Biraz önce başkanımız da söylediği gibi dedi ki o hali bitmedi gerçi pandemi görevi bitmedi. O sıkıntılı günlerde tabii ki oturma izni olan kolay alabiliyor diye adamı. Ama oturma izni olmayan yani gelmiş ama burada biz onlar için inanılmaz birlikte tabii mücadele verdik ve bu insanların evine kadar yardım götürdük. Bu neydi? Bu bir minnet değil. Minnet değil. Bu bizim yapımızda olan, içimizde olan toplumun hepimiz. Çünkü buna inanıyoruz. Birbirimize elini tutarsak herkes bize diyecek ki bunlar güç oradadır. Güç birliktedir, beraber. Hanımlara gelince biz Irak Türkleri hanımlara, kadınlara çok önem veririz, çok değer veririz. Zaten onlara hanım olarak hitap ederiz. Yani bizim için çok önemli bir yeri var, değeri var. Onun için böyle bir toplantıda bize bu fırsatı verdiğiniz için hepsine teşekkür ederim. Sabırla beni dinlediğiniz için sağ olun. А вообще, я вот как представитель иракско-туркменского сообщества, я представляю 4 миллиона иракийцев, да, туркменов. Вот. И это моя большая задача, достойно представлять свой народ. Здесь, на территории Анталии, многонациональной. Вот. В платформе, вот там в платформе нас прекрасно встретили, мы вместе двигаемся, мы держимся на расстоянии уважения, дружбы и мира. Вот, в этом плане. И я вижу, что в платформе больше 80 сообществ и ассоциаций, и из них там 8-9 где-то по странам, да, делятся. Но все они очень замечательно сплоченно, дружат, общаются и помогают друг другу. Вот. И очень важно, конечно, то, что когда мы приехали сюда, да, мы с других стран приезжаем, но мы здесь себя комфортно чувствуем. Вот. И это, конечно, заслуга большая и местного населения, и нас самих, потому как мы должны друг друга уважать, да? Уважение. Вот. И мне очень приятно, что вы выслушали мою длинную вступительную речь, но и очень приятно, что я нахожусь вот в таком эксклюзивном мероприятии «Женщина года». Ну, о женщинах он тоже сказал. Это тоже не знаю. Кстати, да! Самое главное. И самое главное, что женщина — это не
просто женщина, да? Женщина, она как госпожа женщина, она как вот, ну, реальная, вот, легкая, красивая, здоровая, счастливая, да, в этом плане, не просто вот форма женщины, да, вот. Поэтому и мы это, говорит, ценим, мы это знаем, мы всегда уважаем женщину, женское существование. Şimdi zaten bizim platformda bu anlatılarımız da kendi geldikleri yerde de çok yardımcı olmuşlar. Özellikle pandemi döneminde. Zaten ana bulunma sebepleri de böyle. Bu noktada da burada bulunan herkes aynı amaçta hizmet etmiş. İleride de aynı amaçta hizmet eden kişiler. Onu da belirtmek istiyorum. Еще хотел бы сказать, что все находящиеся здесь в зале во время вот пандемии, да, непосредственно сами столкнулись с проблемами, с какими-то вот новыми началами, переживаниями и так далее. И я уверена, что мы дальше тоже будем с обменом опыта, дальше вместе дружить и сотрудничать. С Анталийской хозяйкой начнем, да, знакомиться, а потом уже дадим слово гостям и будем вас слушать. Şimdi Azerbaycanlılar Dernek Başkanımız Ceyran Hanım şu anda yeni de göreve seçildi. Bu arada hayırlı olsun diyoruz. Ceyran Hanım, председатель азербайджанского сообщества, у нас недавно только вот избралась председателем женщина, вот, поэтому мы ее тоже поздравляем. Спасибо большое. Я буду говорить на rусском, izniniz olursa hem önce Türkçe söyleyeyim. Antalya Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği'nin başkanıyım. Ceyran Hanım, şimdi Rusça şöyle olur, если правильно перевести, Азербайджанская ассоциация культуры и солидарности Анталии, но так как являемся гражданами, скажем так, иностранными гражданами, то мы здесь представляем диаспору, то есть так же, как кыргызстанская диаспора, казахстанская диаспора, поэтому являемся представителями, я являюсь представителем азербайджанской диаспоры. Я очень рада поприветствовать вас тоже, нам очень приятно с вами познакомиться. Конечно, женщина в обществе является, скажем так, главной опорой и в семье, и в обществе, поэтому я сейчас посмотрел проект, который вы сейчас будете представлять, это «Женщина года», да, так называется. Мне кажется, прекрасный будет проект, мы вас послушаем, потому что с кыргызстанской диаспорой у нас было очень много совместных мероприятий, совместных проектов. Один из проектов был Наурuz Байрами, который в 2019 году совместно с иракской, значит, Дарнеем, с Кыргызстанской ассоциацией и с турецким Дарнеем. Бесподобный был этот праздник Наурuz Байрама. Потом мы также отмечали Чингиз Айтматов, да, у вас, да, народный писатель. Мы тоже присутствовали. То есть совместно у нас очень много было проектов. Мне кажется, этот проект тоже будет прекрасным. И спасибо за приглашение. И, как говорится, хош geldiniz. Aramızda bulunan Rusya Derneği temsilen Elena Hanım da, bu arada bir dernek başkanımız Marga Sorokinan da bizler vasıtasıyla da sizlere selam. Buyurun. Здравствуйте, добро пожаловать. Мы очень рады. Для нас большая честь, что вы приехали к нам. Можно сказать, вы новая организация, и то, что вы приехали в Анталию, конечно, для нас большая радость. И мы немножко вот успели пообщаться до этого собрания. И вот знаете, вот я как-то людей вижу немножко, знаете, вот взгляд. И вот я смотрела, когда мы говорили именно о проблемах женщин, с которыми сталкиваются здесь иностранки. Вот на ваши глаза, конечно, вот маска закрывает лицо, но вот ваши глаза, я вижу, что вы действительно, знаете, ну, неравнодушны, что вы действительно вот от души это делаете, поэтому, конечно, мы всегда за таких мероприятий. Так что добро пожаловать. Aramızda bulunan Kırım
Zehra Hanım'ı davet ediyorum. Kırım Tatarım, Kırım Türk'üm burada diyorlar. Burada kültürle uğraşıyorum, kültür projelerim var. Ve en son bir projem var. Sizin projeleri aynı bir durumdayız. Her kadın eşsizdir bir projem vardı. Onunla şimdi bu proje bir bağlantı olursa daha iyi olur düşünüyorum. Türkçe bu kadar. Hem de Müzisyen ve Sanatçılar Federasyon üyeyim. Kepez'in Kadınlar Kolu'na üyeyim. Ve bazı derneklerin üyeyim. Her tarafta üyeyim. Меня зовут Зера Ваякжи, я из Крыма. Здесь уже 7 лет живу. Я музыкальный руководитель, психолог. Занимаюсь тонкими энергиями, такими как невидимыми. Как называется это? Парапсихологией. Здесь я занимаюсь, значит, культурой, делаю свои проекты. И вот этот проект, как раз ваш Международный фонд «Женщина года», я делала в этом году. Все женщины уникальны. Это была фотовыставка, портреты. Джейран Ханум katıldı oraya. Все наши женщины популярные, все. Сейчас Елена Ханум там тоже будет в этой выставке. И я хочу, конечно, вот если этот проект начнется, я хочу нашу фотовыставку привязать к вашему проекту. Это будет вообще замечательно. Это будет супер. Для Анталии это будет бомба. Большое вам спасибо всем. Toplantı katılımcıları Canılay Hanım, Canlı Hanım, sizlerden söz almak isteyenler. Sıradaki Türkçe konuşayım. Merhabalar. Benim ismim Canna Türkler. Çok memnun bizim vatandaşlarımız gelmiş Moskova'dan ve o kadar gerçekten teşekkür ediyorum davetiniz için. Çünkü Kırgızistan'ın çok yani normalde milletçiyim ama gerçekten Türk insanlar, Türk millet içinde biz hep beraber olsak daha çok şeyleri başarırız diye düşünüyorum. Ben burada evliyim. Akdeniz Şömine'nin şeyini de söyleyeyim yani Akdeniz Şömine'ci bir şirketimiz var, şömine dükkanımız. Kırgızistan'da da zaten bizim de iş yerimiz var ve gerçekten ne sağlam gerekiyorsa da her zaman evet diyorum. Her projelere, çünkü ben de bir projeyle çalışıyorum. Kırgızistan, Rusya, Kazakistan insanlara ev almak projede şu an üyeyim. Onu da konuşabiliriz, beraber şey yapabiliriz. Türkçe o kadar şimdi. Здравствуйте, меня зовут Жанна Турпен. Я вообще уже 5-6 год здесь, в Анталии. Здесь я замужем, здесь тоже у нас есть магазин каминов. В Кыргызстане есть тоже свой бизнес, вообще отечественник своего Кыргызстана, я очень патриот своей страны. Вот. И я в проекте состою здесь тоже, мы по Кыргызстану, России и Казахстан помогаем приобретать квартиры нашим соотечественникам. И надеюсь, наш проект тоже можно совместить. Это будет вообще идеальная, шикарная идея. Спасибо вообще организаторам, что вы меня тоже пригласили увидеть своих тоже знакомых, познакомиться с новыми, и увидеть новых людей. Всегда очень рада, поэтому все, что от меня возможно, я всегда рада, я всегда поддержу любой фонд, любой проект. Поэтому вместе мы сила, думаю. Ben de Janna gibi önce Türkçe konuşuyorum, sonra Rusça konuşuyorum. Böyle başlandı. Harikasınız kızlar. Evet, ben Asel Bolodbek. Antalya'da işte 20 senedir yaşıyorum Antalya'da. Beni buraya davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Tabii yeni insanlarla tanışmak her zaman güzel bir şey. Yeni projelere, yeni insanlara her zaman açayım. Benim de yani çok fazla projelerim yok ama
yani şu an bizim bir salonumuz var. Fizyoterapi, cilt bakımı, vücut bakımı üzerine. Bir salonumuz var, orada çalışıyorum. Hepinizi oraya bekliyorum. Eşiyle beraber değil mi siz? Evet, aile eşimle beraber. Evet, onun dışında yani çok fazla yani anlatmak. Antalya mısınız? Antalya. Kaç sene oldu burada? 21 sene oldu. Evet, yani tabii ki burada görüyoruz insanlar ne tür sıkıntılar çekiyorlar. Biz de zamanında tabii yani kişisel olarak birbirimize her zaman destek oluyoruz, yardım ediyoruz. İş konusunda zaten burası turizm sektörü. İnsan da marka başlıyor, bana eleman bul, bana iş bul. Böyle şey yapıyoruz, çaprazdan kime iş buluyoruz, kime eleman buluyoruz. Böyle sürekli bu, 20 senedir böyle. Yani her zaman birbirimize destekliyoruz. Sadece iş konusunda değil. Yani ne bileyim birisi işte evsiz kaldı, yani ne bileyim kötü şeyler yaşadı. Ona ne bileyim eşyalar buluyoruz. Yani elimizde ne geliyorsa tabii ki yardım ediyoruz her zaman. Yani bu tabii ki işte insanlar ne kadar birlikte olursa o kadar güzel sonuçlara ulaşabiliyor. Şimdi Rusça'ya geçeyim. Меня зовут Асель Баланбек, я уже 20 лет живу в Анталии, уже 21 год. Вот. И на протяжении этих лет, конечно, мы много здесь видели и сами проходили какие-то определенные трудности, да, получается, как на чужбине. Сейчас это уже не чужбина, это уже вторая родина, да. Вот. И, соответственно, нам в свое время очень много помогали, мы тоже помогаем, не только соотечественникам, вообще любым людям, как бы, ну, чисто по-человечески. У кого-то там работу найти, кому-то там, не знаю, там, кому-то работника надо найти. Всегда сфера туризма, как новый сезон начинается, так с марта-апреля начинаются звонки. Мне найди этого персонала, мне найди работу, и вот мы друг другу помогаем. Да. Или там кто-то на улице остался, без вещей остался, там собираемся все скопом, давай вспомним, у тебя есть, у тебя то есть. Ну, как-то собираем, в общем-то. Вот. Поэтому, конечно, когда все люди сплоченные вместе, это, естественно, хороший результат всегда будет. И с каким намерением человек к этому подходит. Помимо этого, у меня есть салон физиолечения и салон красоты, можно сказать. Вот, поэтому я вас всех там жду, приходите на процедуры, на чаепитие, просто так поболтать, пообщаться. Спасибо. Атарды, uzaktan gelген mehmanlar, hoş gelipsizler şu Antalya jergesine. Men özüm kısaca tanıştırıp kete turgan bolsam, 7 жылдан beri Antalya'da yaşayım. Özüm Kırgızistan'dan mugallimim. Emek oldum, pensioner oldum. Ballarımı bir yerde okutkanға geldim. Ballarım bu yerde okuyup bardığı. Үй бүлөбүз менен бул жердебиз. Менин бир де жасаган жумушум аксакал боларак эле ушу кыздардын башында ар заман кимге кандай башына оор бир нерсе келсе жандарындамын, аркаларындамын дегендей ушундай иштерди жасадык. Бул эң акыркы убакта ушундай кыйынчылык күндөрдөн өтүп атабыз бардыгыбыз эле. Bir top bizi mekendештерге жардамыбыз аябайбыз, күндөп болсо күндөп, түндөп болсо түндөп дегендей жакшы кыздар бар бизде. Чыган Кыргызстан чыккан ата мекен берде Анталияда жашасак деле жүрөгүбүз Кыргызстан деп согот. Сиздер да ушинтип атартып Москвадан келип ушундай жакшы проектте иштеп атыпсыздар. Колдойбуз муну, кош колдойм мен өзүм жеке атыман айта турган болсом. Sizler менен чогуу бир ортомдо ушундай жакшы жолукканым үчүн кубанычтуумун. Дагы бир жолу кош келипсиздер. Bayağı anladık, çok kırgız değil. Hepsini anladım. Kırgızca konuşsalar ondan iyi. Biraz değişik olsaydı. Ama çok eski iş hepsini anladık. Vallahi hepsini anladım.
сестра старшая. Похоже? Привет от меня. Обязательно передам. Evet. Саламатсыздарбы? Мен Махаббат Айгашева. Хош келдиңиздер. Биз дагы бул түрктүн жерине жүрүп эле чаңжырап калдык. Кыргызча, түркчөнү алып, бирок мен кыргызча эле сүйлөйм. Эл катары мигрант болуп келген. Мен бияка карга аттандарды багып, 2019-жылдан бери Кыргызстандын Максим Шоросун таанытып, Сайнаки апа деп өзүмдүн тайененин атынан аш негиздеп түптөп 2 жылдан бери ушул кыргыз мекендештерине кыргыздын дагын татытып келе жатам. Буякта дагы биздин түрк туугандарыбыз дагы биздин бозоолубузду сүйүп ичишти. Ошолорго да сүйдүрө алдым. Милиет деген популярдуу газетасына бир эмес 2 жолу жазып чыгышты. Кыргыз бозасын Түркияга серпилди деп. Кыргызстанда мени баалаган чыгаан агаларым бар экен. Мен эмгегимди Кудай таалам баалап билип, монтип Элита журналга 8-чи марта куттуктап чыгардылар. Şu Kırgız деп, şu Kırgız'ın bayrağını celbiretip daha olsa көп проекттермен иштешип атам. 2019-31 августта Жөндөр Абыловду чакырып 3 шаарга концертин койдум. Буюрса дагы пандемия бүтсө, ушу концерттер менен иштешем деген долбоорлорубуз алдыда биздики. Сиздер менен ушундай ортомдо болгонума мен аябай чоң кубанычтамын. И вот еще момент, когда мы говорим, что у нас есть миграция большая, да, есть миграция разная по семейным вопросам, да, если мы там замужем выходим, есть миграция, когда я не на работу, просто из-за нужды переезжать, а есть миграция еще у нас бизнес, правильно, инвестирование. Вот я хочу представить сегодня Гульзар Курманалиеву, которая приехала продолжать миграцию, да, но уже в другом свете, инвестиционном, и тоже в солнечную Анталию, вот, присоединилась к нам, и вот с корабля на базу. Здравствуйте, меня зовут Гульзар, я приехала из Бишкека, с Кыргызстана. Сначала мы приехали с семьей, с мужем, с детьми. Сначала мы остановились в городе Мерсин, там тоже есть свои проекты. Также мы рассматриваем Анталию, хотим тоже привлечь инвестиции в Анталию. Мы считаем, что это очень перспективная земля. И считаем, что будет очень хорошая плодотворная работа здесь. Еще есть у меня как своя задумка, свой проект, тоже хотела бы с вами поделиться. Всем спасибо, что пригласили. Здесь я оказалась совершенно случайно. Очень приятно, что меня пригласили. Спасибо Назире, Кинамбею, большое спасибо. Случайное тоже знакомство. Я считаю, что в жизни ничего не бывает случайно. Да. Я здесь оказалась. Kürşat ve Deniz Bey, biz artık sadece çalışmaya için değil, yatırım yapmaya da gelen Kırgızlardan var. Gülzar Hanım da öyle. Projelere bakıyorlar. Hem Mersin hem Antalya'ya katkı sağlamak istiyorlar ailesiyle. Ondan dolayı böyle farklı Kırgızlarımız var. Hatta güzel fon çalışmaları da var. Onları da istişare yapıyoruz. Onları da. Şimdi misafirlere tabii. Antalyalılar olarak konuşmaları tamamladık. Bu arada misafirimiz Ali Bey var. Ona da zahmeti için teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi И теперь, наверное, давайте будем сейчас слушать наших гостей из первых уст, из первоисточника, какой фонд, миссия и так далее. Мы вас слушаем. Вот представители фонда. И
наверное, стоит договорить. Да. Добрый день, уважаемые участники круглого стола. Мы благодарим вас от имени нашей делегации, от себя лично, от имени фонда, международного уже, благотворительного фонда «Женщина года» и от имени международного движения миротворчества «Женский диалог» за такой теплый прием. Честно говоря, вот мы не планировали и не ожидали встречи на таком высоком уровне. Мы думали, совсем по-другому у нас будет встреча. Давайте я перейду. Çok teşekkürler böyle bir güzel resmi organize edeceğinizi hiç tahmin ediyorduk ama şaşırıcı, çok güzel. Teşekkür ederiz ve kendi projeniz hakkında bir anlatmaya izin verirseniz bir daha detaylarına geçebiliriz. Yani Feragat Hanım, Başkan, Vakfı'nın Başkanı. Да. Я хочу выразить особую благодарность госпоже Назире. Организовала вот за короткий срок вот нашу встречу. Действительно, мы благодарны вам, Назира Ханым. И еще хочу выразить особую благодарность нашей Асоль Молдахматовой. Наверное, здесь сидящие все знают ее. Асоль была приглашена в качестве почетного гостя на церемонию вручения премии «Женщина года». И как человек неравнодушный к любым инициативам женщин, Асоль проявила особую активность в организации нашей поездки. Bu arada hem organize eden insanlara teşekkür etmek istiyorum. Bir de Asol Hanım'a, Asol Hanım'a da teşekkürler sunuyorum. Neden? Çünkü bizim projemizi destek etti. Hem yönetmeni yani yardımcı oluyor. Çok teşekkürler. Хочется сказать два слова о нашем проекте. Мы хотели особо отметить труд наших рядовых женщин, находящихся в миграции и во время пандемии. Сам проект приобрел международное значение, потому что среди номинантов были и граждане других стран как Россия. Bu proje aslında böyle pandemi sürecinde daha böyle hızlandı, daha büyüdü. Ve bütün mesela Rusya, Kırgızistan bayanlar için yani çok iyi bir destek oldu. Представители разных национальностей, разных возрастов, и у нас, у организаторов проекта зародилась идея продолжить этот проект и запустить в других странах. Biz işte küçücük Rusya'dan başlayarak kendi ailenize çekirdeğinizi bu kadar böyle uluslararası çapına taşınmaya bile şimdi bugünlere gelmişiz. Çok şükürler. Artık uluslararası yani her ülkenin her bayanları katılabiliyor. И первой этой страной оказалась Турция. İlk defa böyle yurt dışına Türkiye'ye geliyoruz. Да, и мы приглашаем вас к сотрудничеству и уверена, что турецкая сторона и участники нашей встречи поддержат наше предложение и станут нашими надежными партнерами. Biz bu projeyle sağlam, bizi şeylerimizi anlayan, fikirlerimizi anlayan yandaş yani istiyoruz. Beraber yürütmemizi istiyoruz burada. Вот сегодня, вот слушая всех таких прекрасных дам, я сейчас вот вижу все мы с разных стран, но у нас у всех цель одна. Ибо мы несем добро, мир и дружбу. Şimdiki toplantıda bile farklı bayanlarımız var, farklı ülkelerden, farklı dilde konuşan ama şeyimiz aynı, misyonumuz aynı, barış, sevgi, dostluk. Теперь я еще более уверена, послушав вас,
Теперь, вот как госпожа сказала, вот, я забыла ваше имя. Зера. Зера, да, как госпожа Зера сказала, действительно, если мы соберемся и объединимся все, действительно у нас будет bomba. Zera Hanım dediği gibi yani netleşti. Artık vizyonumuz birmiş. Birleşince biz de bomba yaratırız. Да, я еще вот вначале мне представилась, прошу прощения, меня зовут Парагат Джураева. Я являюсь президентом этого фонда. Этот проект был мной задуман, да. Вот я работаю над проектами, проводим разные проекты, и один из наших вот проектов «Женщина года». И действительно нас поддержали в России. И думаю, что вы тоже поддержите. Конечно. Еще раз спасибо за внимание. Ben Paragат Джураева, şu projenin yani fikrini yaratan bayanım. Bir de böyle vakfın genel başkanıyım. Rusya'da böyle bir destek aldığım için çok mutluyum. Hem de burada da devamını istiyorum. Одна из номинантов проекта «Женщина года» Оролмон Ташбалдакина. Orman Taştanlı. Bu projenin ilk ödül adaylarındandır. Buraya kadar geldi. Bir de böyle çok katılım sağlıyor. Ben kısaca söyleyeyim. Sanmasızlar üçüncüde oturduğunuz rastlayacağım. Ayınlar, salamatsızlığı Nazire, Urbatlı Nazire Hanım. Şu cedde sizler benim bağlaşıp oturduğum bayanay kuanıştığımın, şunday yaşına kayağında beni tanışkılığına çeksiz razımın. Sizlerin arağında şu ötüp жатқанға, şu öte baktığım kıymet otqanға çeksiz baktığım esetleyim. Ben öz biliyorumda dersem, bizden Rusya'da 17 yıldan beri işlep, özüm bizden şunday общество түзгөнбүз. Мында эркектер менен чоң элек, эми кече ноябрдан кийин, пандемиядан кийин аялдар өзү 22 бир райондун, областтын бир бөлүгү Исфайрак деп атат, бизде ушул жак өлкө бар. Ошол жерде 22 айылдын аялдарын чогултуп, мындай энелер коому, Исфайрак деген коом түзүп алып, ошол астан иштеп атабыз да. Bu konuda yine bizim maksatımız daha böyle okşuş ile ayaklara yardım verip, kınanmalara yardım verip, migrantlara, Moskva'dan migrantlara yardım verip, kalırsanız kimleri surarsa, Kırgızistan'da suralan ordularına bardığına yardım ediyoruz. Mühüne tutarmaya kalanlarına, erkeklerimize, eğer özümüz küçüğü jetmeye kalsa, başka erkeklerin fondlarına kayırmaz da, şunu ayakta bir işler lazım. Bizim de yaxşı bolğanda akıllı jolu şu gece 7. martda 72 ayar oldu. Bizde az özümüz 100'den aşağı ayar var. Yaxşı tutabız. Endi şu жерде şu proyektni tüzgön, şundan keyin köp proyektler çıktı. Mına Paragат ayımga öte razılığını bildireriz. Asipa özgörüşüge razılığımızı bildireriz. Uşu proyekti ayına bizge qo'lga bergan, bizden Alçak'ta, Moskvada terroristlerdi öttük. Asıl Mıdırkmat'la özümüzün Kırgızistan'ın kuzgusu bilesizler. Uşunçalık razıçılığımızı bildirip gideriz. Benim aytayın degenim yeneler Ben hatırlatayım. Nazira Oraltaycı hanım Moskova'da 20 seneden fazla çalışıyor, emek veriyor. Bize de diyor, yani kültürel olarak biz de böyle dernekleri kuruyoruz kendimize. Yani karışık erkek bayan. Ama diyor pandemiden sonra böyle Ekim-Kasım ayında da fikir geldi. Biz bayanlar kendimiz kuralım bir tane dernek. Bir de şey yapalım dedik, hareket etmeye geçelim dedik. Bir de bayağı da başarılı oluyor. Rusya'nın 22 ilinden katılımcılar
kadar yardımcı ve katılımcılar var diyor bayanlar. Bayağı ilgili oluyor. Bu böyle bir dernekler lazımmış. Özüm 60 yaşlarının pensiyalarının, şu pensiyaların kolunu biraz iki balanın inesinin 5 devrenin babuşkasının yaşlarda görüp durup canlarını gitmeyip uşunçalık şurağa koşup işlep duruyoruz yaşlarda görüp yarışıp. Ben 62 yaşındayım. 2 tane çocuğum var, 5 tane de torunum var. Gençlere bakıyorum, bir yardımcı olmak isteyince böyle koşturmacalara ben de girdim diyor, katılıyorum. Biz eneler ayarlar turalım kança hesaplarını azlıkla. Eneler ayarlar turalım ölçkögen tema. Kançalıgan akıllar, yazıcılar, ırcazlı, uşunçalı oyçular, kançalıgan eneler jönünde, ayarlar jönünde köp sözler ayıp ketti. Yine bu üydün kutlu bilesizler en güçlü erkekler arasında sözsüz türde güçlü akılman, danışman ayallar. C enesi, C ayalı. Şu çıkan adamlardan. Buna bilesizler özgürde. Evinden başlar Sulayman Paşadan başlar. Şu Alınbek dakika, Kumancan dakika, şunday çıkan vardı bile ulu insanlar kalsa, uşuların C öte güçlü bulun enesi, C ayalı. Şimdi şeylere mesela eserlere bakarsak veya tariflere dönersek diyor, her böyle başarılı erkeğin arkasında ya böyle akıllı, çok zeki, destekleyici karısı var veya annesi var. Ondan dolayı bayanlara çok önem veriyoruz. O motor. Yenilerin kus yaptığı devletlerinde uşunçalık meyelimin bütküdüğünü ve çaçıklığına zaman eşnesi soraydı. Yeniler cins yaptığı kuşluğunun varlıklık ve serpilçikler götürdüğüne yok eşkıcan çarçalım demeyin. Anneler özellikle söylemek istiyorum çünkü ya hiçbir zamanda yoruldum, bittim, yok devamını yapıyor, işini günlük rutinine devam ediyor. Yani bayanın o kadar çok gücü var ki inanılmaz şeyleri kolaylıkla yapabilecek kadar. Tükenmezdir. Sonu yok. Enesiz büyük susuz terimeli eseplerinde severlerinden susuz terime cürveli. Enesiz yüzün içinde hiç kadar canlık, cılılık, verim, sırtmaklık, hiç kaçan bol öteyinde. Anneler çok önemli. Evimize ışık veriyor, bolluk, bereket veriyordur. Annesiz olan evlerde bizim böyle su olmayan değirmen gibi yani bol böyle faaliyetli olmuyordur. Ayaldın, her bir ayaldın en ulu Allah'tan belirli tabiatın belirli hukuku bu ene bolu eken. Eğer ene bolsa her bir ayal bu baktırı ayal. Şu cede oturmalar bardağı baktırı ayallarda o hissettiğimi. Onunla beraber işte annelik en büyük bir bağış olarak düşünüyoruz ve her bayana annelik olmasını nasip etsin. Buradaki olan bayanlar da mükemmel anneler olarak düşünüyorum. Şu cedede katışkan ayarlar vardığımız rassamız başka, ulutuğuz başka, belki dinimiz başka, dilimiz başka. Bürok bardığımızın oyumuz, maksatımız, cüröğümüz bala dep soğut, tınçtık dep soğut, eşkıcan jamanlık bol olsun, bardığı ıltımakçılık, dünyada tınçtık olsun dep bana soğut verinde soğut. Buradaki ve bütün dünya bayanlar tabii ki kalbinde çocuğu taşıyor. Yani çocuğun sağlam olsun, dünyada barış olsun, her şey iyi olsun diye onun adına tabii ki her zaman destekçi çıkıyor. Eneler biz soğuşka karşıyız. Eşkaçan kan tömülmesindeyimiz. Eneler tıştıktan
Trege. Savaş istemiyoruz. Kanlı olayları da istemiyoruz. Her zaman barışı desteklemek zorundayız. İneler balanın jölögü, sırdaşı, baktısı, tregi, ustazı, mugalimi. İneler balagana tarbiyalap kalbastan, köy oturasından kolunda dağın erkeklerini teң paylaşıp kanday gana жетишкендиктерге жетишип жатышат. Бардык коомдук иштерге активдүү катышабыз. Айрым жерде мына жерде карап турган айымдарды, башка биз билбеген айымдардагы канчалыган жазуучулар бар, ырчылар бар, белгилүү депутаттар, ушунчалык адамдарга белгилүү эл үчүн кызмат кылган аялдар өтө көп деп эсептесек, биздин эсебиз жетпесе керек. Ошон үчүн бекерин айтылмаса керек, 5 энелер тамагынын астында деп. Ушул энелерге бардыгына таазим кылабыз. Сиздер менен отурганга аябай кубанычтуумун, баарыңызга ушундай жакшы жылы күтүп алганыңыздарга рахмат деймин. Айрыкча Назира ханымга рахмат. Çok teşekkürler. İşte anneler evin nuru, evin bereketi. Hem de böyle cennet, annelerin ayağında oluyor cennet. İşte o şeyi de biz de biliriz. Bir de özel annelerimiz var. Özel, evet. Bir de herkes... Evet, özel çocuğu olan çocuklar anneleri var. Evet. Ki, yani дети инвалидов, да, скажем так. Bizim Ceyran Hanım öyle müjdeli diyor. Evet, Kız da onu. Benim 20 yaşında otizmli bir kızım var. Çok başarılı bu konuda, çok iyi bir iletişim istiyoruz. На русский. Ceylan Hanım. Да, у меня девочка 20 лет, она, у нее аутизм, и мы здесь с ней, в принципе, мы из-за этого сюда и приехали. Сейчас она у меня читает, пишет. Она заняла 3-е место по Турции по настольному теннису. Да, я сама педагог химии. 20 лет я работала завучем-организатором, но из-за девочки мы приехали сюда и заняла только ее обучение. И вам удалось получать? Да, нам удалось, да. Очень красивая картина. Вот они, героини наши, рядом с нами. Предоставим нашей самой молоденькой номинантке на тему «Молодежь и общество». Ödül adayı en genç kızımız. Böyle gençler ve sosyal ortam nasıl şey yaptığını anlatır, vizyonunu. Herkese merhabalar, ben Türkçe konuşacağım. Şu an şu ortamda sizlerle buluştuğum için çok mutluyum ve çok memnunum. Sizlerle kendi düşüncelerimi bölüşmek için çok gurur duyuyorum. Benim adım Kızcıbek, 22 yaşındayım. Şu an şu sene 3. sene üniversite öğrencisiyim. 3. sınıf üniversite öğrencisiyim. Kendim Çin'de okuyorum. Uluslararası ekonomi ve ticaret okuyorum. Bana verilen vakit çok az olduğu için ben gelecek ve gençlik hakkında biraz kendi düşüncelerimi söylemek istiyorum. Biz hepimiz biliyoruz ki gençlik gelecek demektir. Gençlik neredeyse gelecek oradadır. O yüzden gençlik gibi yeni olandır, temiz, umut ve heyecan verendir. Biz gençler ülkemizin geleceği ve yarınların umutlarıyız. Bu nedenle güçlü, sağlıklı ve entelektüel gençliğin eğitimi her toplum için zorunlu hale gelir. O yüzden bu proje yılın kadını gençler için, yani bizim için çok güzel olur diye düşünüyorum. Çünkü kadınlar bu projeye katılarak kendini her taraftan geliştirecek. O yüzden bir kadın mutlu olduysa onun bulunduğu evde de mutluluk vardır. Ve onun yetiştirdiği çocuk, genç, o da hep mutlu olarak büyüyecektir. O yüzden
Gençler sonsuz enerji, irade, yetenek ve coşku rezervine sahiptirlerdir. O yüzden milletinin ve geleceğini oluşturabilirler diye düşünüyorum. Çok güzel. Bayanımızın devamı var. Понятно, да, все? Нет, на камеру. На камеру. Молодежь у нас тоже принимает активное участие в жизни социальной, да, общественной. Вот. И несмотря на то, что у нас студентка, самая молодая участница нашего сегодня семинара, молодая девушка, у нее уже много сформировавшихся планов и видения вообще, какое должно быть общество. Именно женское, именно наше вот продолжение. Так что женщинам, наверное, нам спокойно, что есть продолжатели нашего рода с чистыми идеями и с идеями мира, добра и дружбы между народами. Кстати, между народами. Участники этого проекта. В первую очередь хочу поблагодарить наших очаровательных дам, видели за этот проект. Если не этот проект, нас бы здесь не было, конечно. Spasibo вам. İlk önce herkese merhabalar ve ilk önce ben bizim proje yöneticilerine çok teşekkür etmek istiyorum. Onların böyle bir güzel fikri olmasaydı biz de buraya gelemezdik. Burada toplantı olmazdı. И спасибо Асоль Аил, тоже как бы помогает нам. И Назира Ханум тоже приняла нас, пригласили. И что я могу сказать? Конечно, по-турецки ни слова не знаю, могу прочесть по-русски. Я волонтер обычный, как активистка Киргизское единение, активистка общины Караколь-Беремдеги и волонтер по Москве и по Московской области. Moskova ve Moskva ilçesinde ben aktif, gönüllü, yardımseverim. 2-3 tane şeylerde üyeyim ve her yerde yetişmeye çalışıyorum. И хочу коротко сказать то, что я увидела во время пандемии своими глазами. Kısaca pandemi sürecinde benim gözümle ne gördüğümü size anlatmak istiyorum. Вот, конечно, было жутко. Выходишь на улицу, никого нет, ни одной души, ни транспорта. Но я работала и также успевала помогать людям. Çok garip bir süreç geçti. Dışarı çıkınca ne trafik var, ne insan var. Böyle belli bir boşluktasın. Şükürler olsun ben çalışıyordum, yani işime devam ediyordum. И вот я там увидела, у меня этот, как бы, называется текст «Мир, дружба», и я там увидела и дружбу, и мир, и все увидела своими глазами. Потому что там кто-то на самоизоляции, никого нет на улице, продуктов нет, кто-то болен ковидом. И вот мы работали, волонтеры, из разных наций. И вот дружно. O pandemi işte bize şey gösterdi. Birliği, beraberliği, barışı gösterdi. Her insanlar böyle birbirine yardımcı oldu. Yemek konusunda, gıdalar. milletinde nasıl oluyor? И вот я убедилась 100%, что мир и дружба, конечно, существует. Demek ki o pandemide bize %100 gösterdi, yani barış ihtiyacımız olduğunu ve arkadaşlık. Мир и дружба не имеют наций, цвета кожи и религии. В моем понимании мир это тот мир, в котором воцарила дружба и мировоззрение. Дружба это замечательно, я в этом убедилась.
виделась и видела во время пандемии. Элементарно, если взять нашу общину из разных республик, областей, городов и даже сел. Все дружно продемонстрировали, показали жизненно важную роль, которую они играли в укреплении социальной сплоченности и межобщинного согласия. Я, как волонтер, в это нелегкое время для нас призываю всех быть полезным для народа и стать волонтером. Я была на горячих точках, разносила продукты питания тем, которые на самоизоляции. И там я видела, как дружно занимались волонтерством люди из разных наций. И в последнее давайте делать добро людям, быть человеком с большой буквы. Потому что пандемия еще не отступила, она еще продолжает нам оставить свои трудности. Spasibo Maalesef pandemi sürecimiz bitmedi. Ondan dolayı tabii ki de seslenmek istiyorum. Devamlı birbirimize yardım edelim, destek olalım. Her durumlarda yan yana gelelim. Bir de elimizde olduğu bir güçlerimizi paylaşalım. И еще одна у нас номинантка, это Исабекова Бычахра, тоже, наверное, свой доклад приготовила. Дадим слово ей. Бычахра Ханım da ödül adayı. Здравствуйте, уважаемые соучастники круглого стола и почтенная Назира Ханум. Мне очень приятно в таком дружеском кругу с лидерами познакомиться. Я Исабекова Бычахра Абдурафиковна, являюсь в связи с организационными работами пандемии, мне удалось познакомиться с проектом «Женщина года» и основателями Степа Кузгурышевна и Парагат Гурбаевна, и с другими лидерами. И я в Москве развиваю свой бизнес, и меня очень вдохновил этот проект «Женщина года». Я хочу поддержать и развить этот проект. Ben de Rusya'da oturuyorum. Kendi iş sahibiyim. Yani işim var. Bu pandemi sürecinde denk geldi. İşbirliğini yaptık, projeyi gördük, beğendik. Ben de katılmak istedim ve de destek etmek istedim. Я тоже в Москве работаю, иммигрант, развиваю свой бизнес. И у меня тоже 3 детей, и я тоже бабушка 2 внучек. И мне очень вот этот проект понравился. И я думаю, что все лидеры, такие женщины сильные, воссоединятся под проектом «Женщина года». Я думаю, что бомбический результат будет. И спасибо, благодарю за внимание. Projeye giren, şimdi etkinliğe katılınca ne kadar büyük çapında gittiğimizi görüyorum ve çok da gurur duyuyorum bununla. Organize edenlere de çok teşekkür ederim ve herkes böyle birbirimizi destek edelim. Я забыла вам сказать, дополню, у нас Бычахра Исабекова, она представитель Таджикистана. Вот она общество Шурак возглавляет. Это общество Таджикистана. Я сама тоже родилась в Таджикистане. Я сама в Узбекистане. Да. Являюсь кыргызской, но родилась в Таджикистане. Город Шурак. И вот она и я почти что представители Таджикистана тоже являются. Bычахra Hanım aslında Tacikistan vatandaşı. Evet, bir de Tacikistan dernek, Jurab Derneği, Şurab şehrin bir derneğini kurmuşlar, Şurab Derneği. Onun aktif üyesi. Paragat Hanım da Tacikistan'dan, ondan hemşehriler.
женщина молодая. А теперь разговешена, чтобы она более подробно рассказала о нашем проекте. Yöneticisi olarak bizim projenin detaylarını anlatabilirler. Ну, всем еще раз здравствуйте, дорогие мои друзья. Мне хочется сказать только друзья, потому что за это время мы успели столько друг другу рассказать, сказать самые добрые, самые теплые, самые сердечные слова. И поэтому я вас всех приветствую еще раз. Я очень рада, что мы собрались вот в таком тесном кругу и говорим о самых хороших вещах, несмотря на то, что за нашей спиной и сейчас продолжает мир немножечко трясти, потому что не всегда и не все спокойно, но тем не менее мы говорим о какой-то позитивной стороне нашей жизни. И поэтому вам очень, да, большое спасибо за теплый прием. Вам спасибо, Назира Ханум, потому что все это так быстро, ну когда все экспромтом, как у нас говорят, всегда талантливо. Поэтому, видите, все собрались, говорим прекрасные слова. И просто мы молодцы в этом отношении. Спасибо вам. Большей части, наверное, это касается наших турецких друзей, потому что русскоязычная часть с основными целями, в принципе, знакома, но тем не менее я позволю себе зачитать какие-то основные моменты и еще рассказать о том, как, по какой номинации и предложить свои предложения с нашей стороны. Как вы на вот этот вот... Хорошо. Да. Да, девочки? Да. Ну, здесь наша позиция, с чего она была построена. Мы задались вопросом, в чем смысл жизни. И этим вопросом, наверное, задается каждый человек, независимо от пола, национальности и возраста. И единственный верный способ и путь — никогда не поздно начинать. Изменить жизнь к лучшему. И в женщине есть все интеллектуальный, эмоциональный и творческий капитал, который у многих не реализован. İlk önce misafir olmamıza rağmen bu kısa zamanda, yani böyle çok açık konuşunca herkesi böyle arkadaş olarak merhabalaşmak istiyorum artık. Zamanınızı verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Şimdi proje olarak da kısaca tanıtım yapmak istiyorum. Yani bayanlar işte çok özel bir insanlardır. İşte biz de onu sadece bayan olarak değil, olarak böyle daha kendisine geliştirmesini, kendisine dikkat iyileşmesine katkı sağlamak istiyoruz. Çünkü dünyamız hem böyle sağlık olarak hem böyle çatışma bir şeyler, yani farklı bir olaylarla hep böyle sallanıyordu. Ondan biz kadınlar olarak yani bir güzel barış hakkında, güzel bir şeyleri paylaşmamız daha iyidir. Разрешима любая проблема в обществе при содействии и активном участии женщин и матерей. Bu konuda anne ve çocuk, да? Что там помощь? При активном участии женщин и матерей. Anneler bayanlar, anneler katılabiliyor bu vakıfa, proje. И мы задались целью не просто вот провести один конкурс и на этом расстаться, а вот наш конкурс уже преследует какие-то большие цели. И в качестве основных мы привели вот самые-самые глобальные, которые будут, наверное, трогать каждого из нас. И в каждой стране, независимо ни от нации, ни от возраста, ни от религии. Какие же это цели? Это содействие в решении социальных, культурных, образовательных проектов. İşte biz genel olarak büyük bir çapta girmek istiyoruz. Senede bir sadece kutlayalım değil, ama sürekli böyle içerisinde olmak istiyoruz. Birinci de sosyal sorunlardan, kültür
kültürel eğitim projeleri destek etmek. Kriterler var mı? Hani hangi projeleri gerçekleştirecekler? Какие проекты есть у вас критерии? Это вот сейчас. Да. Это реализация и поддержка комплексных мероприятий в области защиты прав детей, молодежи, женщин и пожилых граждан. Bu konuda da çocukların haklarını, gençlerin haklarını, bayanlar ve yaşlı vatandaşlarımızın haklarını korumakta ve gerçekleştirmekte çaba göstermemize destek ediyoruz. Это развитие и популяризация национальной культуры, языка и традиций народов мира. Bir de dünya çapında insanların, milletlerin dil, kültür, milli şeyler, milli böyle değerli, edebiyat şeyleri işte geliştirmesini sağlamak. И содействие объединению женщин в общественной деятельности. Bir de sosyal faaliyette bayanlarımızın çok daha fazla katkısını bulundurmak bizim şeyimiz. Это вот изначально как получилось, когда мы начали только строить и планировать этот конкурс, к нам присоединилась международная миротворческая организация «Женский диалог», и она нас поддержала, а это организация, которая имеет международный статус, она занимается именно вот проблемами объединения женского начала во всех странах, включая даже те страны, которые сейчас находятся в непростых, скажем, отношениях. Та же Украина и Донецкая, и непризнанные вот эти страны, тот же Азербайджан, Армения и так далее, и так далее. И поэтому в лице председателя мы увидели, услышали прекрасную поддержку. Мы хотели увидеть, какие у нас таланты проявились не только во время пандемии, во время миграции, но и вообще таланты. И к нам подсоединилась, поддержала и стала полноправным партнером Международная ассоциация русской словесности. Это уже российская сторона нас поддержала. Biz işte böyle belli bir misyonla çıkınca yola bizim projelerimizi destekleyen çok oldu yan taraftan. Mesela Uluslararası Bayanlar Diyalogu Vakfı'da destek etti. Beraber çalışıyoruz. Rusya'dan Rus derneği dil, edebiyat derneği de yaptı, destek ediyor. İşte o şekilde bir aktif olarak devam ediyoruz. Значит, мы познакомили женщин, которые помогали в миграции во время пандемии, участвовали в благотворительных акциях. Я немножечко повторяюсь, но это очень важные моменты, Назира, и чья помощь и поддержка осталась незамеченными в общественной жизни сообщества. Bir de pandemi sürecinde böyle kendisi yardım edip de böyle gönüllü olan insanları, sahada çalışan insanlar böyle görünmez oldu. Onları da ön plana çıkarmak istedik, teşekkür etmek istedik. O da var. Женщина года – это точно не конкурс красоты в классическом понимании этого смысла. Yılın kadını projemiz, yani böyle güzellik şeyimiz yarışması değil yani. Güzellik yarışması değil. Все наши женщины красивые, это однозначно. Bütün bayanlarımız güzeldir ama böyle tam olarak yarışma değil. Güzellik yarışması. Это принципиально новый проект, задача которого показать многогранность современной женщины. Все-таки советская во мне сидит. Современная женщина. Найти тех, с кого можно и нужно брать пример. İşte bu esnada biz diyor toplumdan böyle daha aktif, daha böyle enerjisini paylaşabilen bayanları öne çıkarıp beraber çalışmak istiyoruz. Üretici değil mi? Üretici böyle paylaşıcı. Ну, здесь про условия наверное, не важно. Я остановлюсь только, какие были номинации.
чтобы хотя бы иметь такое целостное представление. Значит, первая номинация – это дань медицинским работникам, это независимо врач, медицинская сестра или фармацевт. Ödül olarak yani birkaç seviyemiz var. Birincisi mesela sağlık cephinde mesela doktor, hemşire, yani farmasevt, sağlıkla ilgilenen genel insan. Следующая номинация «Деловая женщина года» – это мама успешный предприниматель. Это многодетная мама. İş kadını, sonraki seviyesi iş kadını mesela çok çocukları çok olan anne veya işi olup da çocuklarına bakabilecek. Yani ikisi bir arada yani. Başarılı. Да. Третья номинация у нас громко звучит. Она всем нам знакомое выражение «красота спасет мир». И сюда мы включили стилистов, визажистов, парикмахеров, это салоны красоты, это медицинские центры, это спа-салоны, потому что наши женщины большей частью, конечно же, занимаются в сфере услуг. Üçüncü ödülde yine de güzellik tarafına gidiyor. Salon sahipleri ya da kendileri salon güzellik uzmanları, profesyoneller. İşte güzellik tarafı. Следующая, она более серьезная, потому что занимается наукой, культурой и литературой. Сюда мы включили и учителей, и школ, и вузов. Здесь творческая часть. Это поэты, писатели. Dördüncü ödülde böyle bilimsel, sanatsal, böyle üretici, люди искусства. Güzel sanatlar. Пятая номинация – это трансформация года. Почему трансформация? Потому что во время пандемии и вообще во время миграции, мы об этом уже говорили вот за маленьким круглым столом, что многим пришлось кардинально поменять свои профессии. Мы назвали кардинально трансформации, и женщина реализовалась. Beşinci И таких немало. Geri dönüştü yani böyle çok kısa sürede tam 180 derece yani 360 derecede böyle hayatını, tarzını, her şeyini değiştiren bayan yani çok hızlı kendisini geliştiren bayan oluyor. O 5. yüzyılda. Başka meslek, başka başka meslek, başka hayat. Шестая номинация «Лучшая студентка года», но мы немножечко его расширили, потому что молодежи много. И наша светлая молодежь, вот как раз представитель. Там были студентки, девочки, которые работали, которые тоже занимались волонтерством, и поэтому здесь должна быть преемственность, молодежь должна учиться у нас, но в то же время наша молодежь, она какая? Она очень динамичная, она иногда даже учит нас, и поэтому молодежь всегда с нами. Мы учимся у молодежи, они у нас учатся. 6. ödülde gençlerin ödülü. Gençler, öğrenciler böyle hareketli, böyle hem sosyal katkı sağlayan, hem derslerini iyi yapan, mesela bu öğrencimiz gibi. Yani böyle her yerde başarılı olan öğrenci kızlarımız. Следующая номинация это касается юридической стороны. Лучшая правозащитница. Почему? Потому что и во время пандемии, и вообще в миграции, и просто в обычной жизни каждый человек когда-либо сталкивается с законом. И порой наши мигранты остаются незащищенными. И у нас очень много именно женщин, которые, несмотря ни на выходной, все 25 часов в сутки звонят им, и они идут, вытаскивают из... Yasal olarak yardımlarını esirgemeyen hukukçularımıza ödül vereceğiz. Следующее звучит таким образом.
лучший волонтер или просто женский совет, ассоциационная группа, движение, потому что в Москве очень много организаций общественных. Sonraki ödülde en iyi dernek, en iyi şeyler, Vakfı. Следующий лучший социальный проект. Sonraki ödülde en iyi sosyal proje. И последнее лучшая народная мастерица. Ve sonuncusu da en iyi el işi yapan bayan yani. Handmade el yapımı böyle milli şeyleri yapan. Теперь переходим к следующему вопросу. Почему это я остановилась на каждой номинации очень-очень подробно? Потому что мы приехали сюда не просто вот так вот, чтобы ознакомить вас, а у нас зародилась идея запуска этого проекта в Турции. И я уверена, надеюсь, что вы поддержите нас. И, может быть, в следующем году у нас этот проект начнет существовать, продолжит уже в Турции. И с этой целью у меня есть предложение организовать в Турции отделение или представительство женского проекта «Женщина года», назначить ответственных, может быть, оргкомитет, председателя оргкомитета. У нас конкретное предложение İşte biz de sadece böyle sunum tanıtım yapmadan Türkiye'ye geldiğimizde hem Türkiye'de kendi projemizin temsilcilerini bulmaya çalışıyoruz. Böyle bizim bir kolumuz da burada Türkiye'de olsun diye çok umut ediyoruz. Ve inşallah seneye böyle faaliyetleri daha sağlıklı devamlı edeceğiz projeyle. И в качестве главного, ответственного я предлагаю Назиру Ханым, потому что вот без нее, может быть, этой нашей встречи не состоялась бы. Она будет нашим связующим звеном и с киргизской стороны, и с турецкой. И я предлагаю кандидатуру Елены как представительницы вроде бы и русской диаспоры, но в то же время в Турции. Поэтому мы здесь должны какой-то баланс сохранить. И у меня еще предложение нашу Мадину включить как представитель. А потом уже рабочую группу вы можете уже сами расширить, удлинить, может быть, по каждой номинации ответственного. Может быть, у вас какие-то предложения? Или это пока за основу? Bu esnada diyor, ben teklif ediyorum. Proje temsilci olarak burada Nazira Hanım'ı seçmek. Bir de onun yardımcısı olarak da Yelena Hanım'ı hem Kırgızistan hem Rus diyalogumuz iyi olsun hem de Türkiye'de olalım diye böyle barış ve anlaşmamız iyi olsun diye öyle bir düşüncem var. Hatta Madina Hanım'ı da böyle medyadan katmak istiyoruz bu topluma, başlangıca. Sonra da tabii ki belki her ödülün ayrı bir yöneticisi olabilir. Yani duruma göre de büyüyebilir yani şeyler. Ne dersiniz? Oy birliğine bağlı. Без мужчин, наверное, тоже не получится, потому что у нас там председатель попечительского совета мужчина, потому что все равно мы женщины, куда мы без мужчин? Я предлагаю наших двух сильных мужчин тоже включить в состав оргкомитета. Tabii ki bayanlar, erkekler siz nereye? Biz de yanınızdayız. Biz de diyor orada Rusya'daki projemizde de bir beyefendi var, destek eden, yardım eden. Sizi de istiyoruz aramıza katmak, Deniz Bey'le Kenan Bey'le.
Bu arada bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Şimdi çok güzel hakikaten işler başarmışsınız. Verelim bu kriterleri. Yalnız ben bunu ulusal medyaya, uluslararası medyaya da taşınmasını istiyorum. Yani bunu taşıyalım istiyorum. Hem buradaki ajanslar var. Doğan Haber Ajansı, şimdi Demirören Haber Ajansı, İHA var, Anadolu Ajansı var. Bu ajanslara biz bunları verdiğimiz zaman tüm dünyaya duyuracaklar. Yani benim döşem altında yerel bir gazete var ama bu o değil. Bunu tüm dünyaya duyurmak lazım. Gerçekten çok güzel bir proje. Yani bunu yaparsanız ben de hani bu konuda destek verebilirim. Onun dışında, pardon siz de tercüme ediyorsunuz. Мне очень понравилось вообще наше мероприятие сегодняшнее, да, я увидела вот vision, да, этого проекта, вот, и я бы предложил, если можно, выложить наше сегодняшнее мероприятие и проект сам, да, позыв в более международные масс-медии, и чтобы об этом проекте слышали и знали уже в других странах. Вот, к этому я могу приложить усилия, вот, и, значит, сделать медийное распространение информации о вашем проекте, если вы позволите. Şimdi çok güzel şeyler, her şey hayalle başlar derler. Sayın Valim çok iyi biliyor. Bundan biz 6-7 sene önce festivaller düzenliyorduk. Birçok belediye başkanına teklif ettik. Ya biz bütün derneklerin, 200 derneğin yer alabileceği bir yerleşke yapalım. Bir hayalimiz var, böyle bir projemiz var. Her başkan, çok güzel der, kalırdı. Ümit Bey'e sunduğumda, ya dedim biz dernekler olarak bir projem var, bak başkan böyle, Deniz çok güzel dedim. Tamam, gene kaldı o zaman dedim. Ama Ümit Bey bir yerleşkeyi bize yaptı. Yani hayaldi, projeyi sunduk. Şimdi Avrupa'nın en büyük bu STK merkezi oldu. Burada Ümit Bey'in de şahsın yanında başkana teşekkür ediyorum. Еще один момент, что я бы хотела также поблагодарить мэрию Мурат-Баши, вот, господина Уйсала. Почему? Потому что мы, как большая платформа, да, со всеми организациями, мы хотели иметь одно большое заведение, да, чтобы мы там вместе дружили и общались. Я подходила с этим предложением в разные мэрии, это Анталии. Вот, мы все слушали, говорили, да, супер, замечательно, и все. Когда уже подошла очередь к Умиту Салу, господину Умиту, он, значит, сказал, хорошо. Тогда Денис Бей тоже такой, ну все, значит, хорошо, опять забудем. Но он, значит, мэр, Умит Уйсал, он выстроил это здание совершенно новое и передал Денис Бею под руководство, под расселение наших сообществ, да, по каждым комнатам, у каждого свой офис, свое место теперь под крышей вот одного здания этого. В принципе, вот в этом здании где-то 90% ассоциации благодаря наш дом получается. И семейный demek ki. Burası yani sinirmiş, bu demek istiyor. 15 salonu var, yani 25 kişilik, 50 kişilik, 100 kişilik, 600 kişilik ve bu bize tahsis edilmiş. Yani dolayısıyla size tahsis edilmiş. Добро пожаловать в ваш дом. У нас есть салоны, получается, для семинаров и для вот собраний. Концертный салон, конференц-салон. Мы покажем вам вообще, что из себя представляет наши кооперативы, здесь женские кооперативы очень много. Потому что вот этот проект, он же не рассматривает не только один конкурс. Конкурс это как бы вот итоговое, да, наше представление, а так в проекте там у нас и благотворительная часть, это и проведение различных акций, это те же бесплатные социальные тренинги и так далее, и так далее, и так далее. И вот это все мы хотим вот объединить под большим проектом «Женщина года». Мы в любом случае должны масштабироваться, потому что организаций очень много. И там, и тут маленькие, а маленькие, они вот в своем кругу дальше не видят, и это продолжается. А надо, чтобы как-то вот выходить, идти дальше, развиваться, не останавливаться и не повторяться. Projemiz olarak senede bir bölüşüp de ödül birbirimize vermek değildir. Kesinlikle biz de büyük bir platform olarak tıpkı sizin gibi
büyütmek istiyoruz projemizi. Herhangi bir eğitici organize etmek istiyoruz ve yani bizim projemiz katkı sağlasın ki bayanlar değişsin. Yani aynı yerde kalmasın, aynı bir küçücük dernekle şey yapmasın. Dünyaya yani dokunalım, o dokunduğumuz kişileri dünyaya yaşasın. Evet, dünyaya yaşasın. Kartopu gibi büyüsün. Evet, kartopu gibi büyüsün. В качестве примера я хочу просто привести хотя бы вот два. Какие вот реальные мы хотим сделать шаги. Уже предпринимается и идет организация в честь Рамазана. Это раздача семьям нуждающимся и готовятся определенные продукты в качестве вот с нашей эмблемой, символикой. Это одна благотворительная часть. И осень, где-то в сентябре мы проводим, уже включается и другие организации, футбол, потому что спорт тоже объединяет женские команды. Команды создаются, и есть команда и Афганистана, и других стран, потому что вот в честь 30-летия СНГ страны собрались, там было 16 команд из 9 стран. Это и АЭС состав вошел, и ШОС вошел, и здесь у нас зародилась идея, а почему одни мужчины играют? Мы тоже любим спорт. И идет сейчас, вот создаются команды, поэтому предлагаем для женского любительский женский футбол. Bu esnada hem de yardım etmek için de mesela en yakın zamanda Ramazan için biz böyle gıda paketini topluyoruz ve onu da kendi projemizin logosuyla dağıtmak istiyoruz. Mesela ileriki zamanlarda da mesela futbol, bayanlar futbolu, takımlar her ülkeden gelebilir istediği. Biz bu arada biliyorsun giyim yardımı yapmış. Kırgızistan'a gitti ya giyim yardımı. Например, здесь тоже сообщество с Кыргызского собирали вещи, вещи отправляли тоже как благотворительность в Кыргызстан. Такое тоже делалось раньше. Это вы в России, да, будете делать? Да, ну в России, может быть, это будет как-то параллельно, вот как в России, почему бы не в Турции, вот одномоментно и в Киргизии, это было бы просто замечательно, что какие-то женский год, женщин народа. И здесь еще наступает такая самая ответственная минута, как мы юридически это оформим, или как соглашение, или просто как повестка дня и утвердили постановление. Юристы наши, помогайте. Buradaki prosedür olarak yani biz bu faaliyetlerimizi bugünkü toplantımızın sonucunu nasıl yapmamız lazım? Karar bir şey çıkartmamız lazım mı? Ya da sözleşme mi yapacağız? Hukuk olarak nasıl ne tavsiye edersiniz? Sonucu nasıl? Tabii derler ya sonuçta bir deklarasyon yayınlandı diye mutlaka bunların bitimini deklarasyon yayınlayıp noktalamamız gerekiyor. Yani Для нас Анталия уже между Россией особенно. Но здесь многонациональный, скажем так, туристический. Zaten en güzel netice almanız örgütlemelidir. Örgüt olduğunu her şey gitti. Yani burada örgüt kuruldu zaten. Yapı kuruldu. Bundan sonraki şey artık iletişim, yürümek. Çıkmamız lazım. Надо закрывать уже это собрание, потому что зафиксируется. Поэтому у нас маленький подарок для всех вас. Девочек, вот такие значки. Здесь изображена наша Умаэле. Умаэле – это хранительница нашего очага, это наша праматерь, которая нас защищает, оберегает, любит. И поэтому покровительница. Да, наша покровительница. Вот Умаэле, поэтому мы дали